Молодые семьи в России могут улучшить свои жилищные условия. Для этого на федеральном и региональном уровнях действует ряд программ, которые позволяют молодым семьям уменьшить ставки по ипотечным кредитам и займам или получить жилищную субсидию. В рамках реализации государственной программы обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы по мероприятию обеспечения жильем молодых семей в 2022 году улучшить свои жилищные условия смогут 411 молодых семей из 35 районов республики. В Мегино-Кангаласском районе на данный момент для получения субсидий состоят в очереди 359 семей. В 2021 году по программе получили и уже обустроили свои дома 12 семей. Государственная программа действует для молодых семей до 35 лет и включительно. По программе можно получить субсидию на приобретение готового жилья, на строительство частного дома. Также можно использовать как первоначальный взнос для ипотеки и на оплату основного долга и по ипотеке. Также с недавних пор можно еще субсидию использовать для долевого использования. Для субсидии надо признание семьи о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий. Такое распоряжение можно получить с местной администрации. Также, чтобы стать участниками программы, необходимо предоставить следующие документы. Это копии паспорта, копии свидетельства о рождении, копия свидетельства о браке, также 2 НДФЛ за последние 6 месяцев, распоряжение, которое вы уже получили с местной администрации, и также трудовая книжка, заверенная уже отделом кадров. Программа позволяет получить 35% от стандартной средней стоимости жилья. В связи с этим молодая семья должна иметь соответствующий доход. С каждым годом благодаря данной программе в республике все больше семей получает помощь при приобретении своего жилья. Так, многодетная семья Сергеевых из поселка Бютейдях Мегино-Кангаласского района получили субсидию в 2021 году. В 2021 году получили субсидию по государственной программе обеспечения качественным жильем молодых семей. Наша семья с 2016 года является участником программы. Про программу мы узнали от специалиста по делам молодежи села Бютейдях, так как мы сами живем и работаем в Бютейдяхе. Узнав про субсидию, мы начали собирать документы. Нужные для подачи документы оказались не такие уж сложными. Каждая семья, которая подходит под критерий, без затруднений может собрать пакет документов. В начале года подавали заявление, у нас было 2 детей. Уже в то время, когда были участниками, появился и 3-й ребенок. Благодаря тому стали участвовать уже как многодетная семья. И в очереди это сыграло большую роль. Каждый год по запросу местного органа самоуправления делали обновление документов. И вот, наконец, в 2021 году настал тот самый момент. Получив субсидию, мы оказанную помощь направили на погашение основного долга по ипотеке, которую мы ранее приобрели, уже являясь участниками программы. Выделенная помощь нам очень помогла, и благодаря этой программе ежемесячная оплата по ипотеке значительно уменьшилась. Хотим поблагодарить руководство государства Республики Саха-Якутия и, конечно же, огромная благодарность руководству муниципального района Мегино-Кангаласский улус. Хочу пожелать участникам программы терпения, веру, и действительно эта программа работает. Социальная выплата выделяется из регионального и государственного бюджета. В 2022 году продолжится программа «Молодая семья». Она будет действовать до 2025 года. Данная программа действует в Российской Федерации уже с 2002 года. И вот уже на протяжении более 20 лет она доказала свою эффективность и востребованность среди молодых семей. И
как нам кажется, благодаря этой программе более 1000, даже миллионы людей по всей стране улучшили свои жилищные условия. Вот. И, конечно же, в всякой программе есть какие-то свои нюансы, в том числе и по условиям предоставления субсидий. Так, например, семья, вот, например, если у семьи, у одного супруга возраст уже превышает 35 лет, то данная семья уже выходит из данной программы. И это тоже приводит свои коррективы. Например, вот семьи разводятся, чтобы специально получить субсидию. То это тоже отражается, например, в статистике, в том числе и по всей стране. И поэтому, нам кажется, данная программа уже пришло время как-то пересмотреть, наверное, эти условия, потому что, допустим, скорректировать в данном направлении, чтобы, если, например, один из супругов достиг данного возраста, то в жизни же разное бывает, поэтому нам кажется, что стоит пересмотреть данные условия предоставления субсидии. Ну и хотелось бы отметить, что оператором данной программы в Республике Саха-Якутия является Министерство строительства Республики Саха-Якутия, а в Мегино-Кангаласском районе неизменно тоже данной программой оперирует наше управление социальной политики. Вот. И как раз в 2022 году распоряжением главы Мегино-Кангаласского района Старостином Николаем Прокопьевичем был объявлен год семейного благополучия. И мы надеемся, что в этом 2022 году данная программа станет хорошим подспорьем для успешной реализации данного года и улучшения жилищных условий наших сограждан, наших односельчан, наших жителей нашего района. 2022 год указом главы республики Айсена Николаева объявлен годом матери, а в Мегино-Кангаласском улусе указом главы района Николая Старостина в улусе объявлен годом семьи. Üçügey gün külen turara. Üçügey iyim istim miçere. Üçügey küregey toyuga. Üçügey iyim намын ырыата. В селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса семья Прокопьевых воспитывает 4 детей. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Бютейдях. Мама Нюргена Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Я помогаю родителям, люблю заниматься спортом, увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова. Лед. Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству. Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргена сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы семья Прокопьевых. Наша семья образовалась в 2007 году. У нас 4 детей. Старший сын учится в 8 классе, дочь Динара в 6, и младшая дочь выпускница детского сада, и самый младший сын 8 месяцев. Я сама родом из горного улуса, села Ортосурт. Я родилась самой старшей дочкой в семье Никифоровых. В 2006 году приехала в село Бютейдях и начала работу в качестве учителя музыки в школе. Далее вышла замуж за Афанасия Прокопьева. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе,
заготавливаем дрова, лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. Сажаем овощи и цветы. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Наш отец оказывает населению услуги распиловки мяса. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Наша семья всегда активно участвует на различных мероприятиях, конкурсах села, улуса, республики. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям, и будет оказываться каждой семье нашей республики. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Семья имеет свой большой, уютный, благоустроенный дом. В 2013 году получили сертификат по поддержке молодых семей жильем и построили двухэтажный дом. В 2009 году мы подали заявку обеспечения молодых семей жильем. И в 2014 году получили сертификат. Мы решили воспользоваться сертификатом и построили двухэтажный частный дом в селе Бютейдях. В 2016 году дом сделали благоустроенным. И в 2018 году подключили газ. Программа обеспечения молодых семей жильем дала нам возможность обрести свой дом. Благодарим правительство Российской Федерации, Республики Саха и администрации Мегано-Кангаласского улуса за поддержку молодых семей. Программа по сей день работает, и каждый год свой дом обретают молодые семьи. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают и развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Уважаемые участники программы, на данный момент по всей республике начинается обновление документов, которые проводит местный орган самоуправления. Если какие-нибудь вопросы возникают, можете обращаться к специалисту по обеспечению жильем молодых семей.